나 배고파 오빠 한바탕 좋다 좋다 오이다잖아 Блин, такая классная песня. Вот бы у меня был такой хит. А то у меня вообще ни одного хита нету. Одни тупойские песенки какие-то. Wanna, 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 wanna. Wanna. Wanna, 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 wanna. О, давно эту песню не слушаю. Еще прикольная песенка. Кстати, многие спрашивают, кто поет. Вот. Запомнили? Вона называется песня. Блин, я ж там бульон поставила варить и забыла, прикиньте. Что там у меня с бульончиком. Вот, как всегда, у меня на кухне все кипит, варится. Вот целую огромную кастрюлю поставила варить бульона. Здесь у меня уже компотик варится, видите? Компотик уже сварился, наверное. И здесь у меня уже булгур я приготовила. Вот в этот мультиварке. И в духовке у меня еще вот в духовке еще у меня курица. Я хочу Дайсон купить. Настоящий. Но у меня вот этот Дайсон сделанная фигня. Но это не фигня вообще-то. Это, между прочим, вообще этот очень хороший даже фен. Вот с такими насадками. У него очень много разных насадок. Я вам ссылку когда-то оставляла, не помню уже когда. Ну, тоже отличная штука. Очень хорошо укладывает, между прочим. Хоть и не Дайсон. А сейчас я хочу Дайсон, чтобы делать локоны вот такие вот. Пойду и сегодня прям Дайсон куплю нафиг. А нет, завтра. А нет, послезавтра. Когда-нибудь, короче, хочу Дайсон купить. Не, ну а чё? Я, между прочим, золото, бриллианты не покупаю. Натуральные меха тоже не покупаю. Брендовой одежды у меня нету. Брендовых сумок у меня тоже нету. У меня вообще абсолютно дорогих вещей нету. Так что уж Дайсон я, наверное, могу себе позволить. Это я кому рассказываю? Вот с такой злостью. Походу дела, я хочу как там, себя, наверное, убедить в этом. Я так думаю. Когда я вот так вот рассказываю, я сразу понимаю, что это я себя убеждаю, а не вам рассказываю. Даже серебряных украшений у меня, вот смотрите, один браслет и всего 2 кольца. Представляете? Сейчас я покажу вам свои драгоценные камни. Вот, смотрите. Вот они. О, всякий букхак у меня здесь, видите? Это все бижутерия. Букхак. Это все игрушечные. И здесь вот тоже всякий букхак, бижутерия. Вот тоже это все не серебро вообще-то. А вот камни просто железки. Видали? Вот так вот так. А вы думаете, что, наверное, у меня там бриллианты, золото? Нет, все, блин. Сейчас я одену свою бижутерию. И вот красивая. Это вообще не железо, это пластик. Представляете, он такой легкий. Вот так надо одеть сердечко. Ну все, доктор, я готова к труду и обороне. Я красотка почти что. Единственное, что вот это мне седина перестала нравиться. Мне кажется, что я похожа на какую-то бабушку. Ну, я есть бабушка. Эх, если вы знаете, как я хочу стать бабушкой. Хочу внуков. Ничего верно. Ну, им деньгизде yürüyün Ya bu doğru. Ne dingizde tadında vuruyor. Ben kışın turşik bilen dingizde идет бар turşik bilen kışın жүрмейді. Это же не как-то не тетично. Не этично? У него голова не этично. Ну, шой было. Ну, что это было? Ну, не знаю, мне кажется, одно и то же. Одно и то же. Мы өзің turşik bilen dingizde үйде turşik болдым вчера. Мы тогда вчера. Е. Шолай енді. Это одно и то же. Ну, и турсик-то ты уже, да. Ну, и туршик етпейді. Бар ғой шәрі мен уже. Қая шәрі?
Ана турлы кипе. Голый торсма мужиктар ғұмыр бойы йөрөйдер бөтен жерде, и ничего страшного же. Пускай не ходит. Раньше вообще-то всегда варила компот. Но для всех гостей сама. В магазине мы вообще ничего не покупали. Никакие ни компоты, ни соки, между прочим. Я всегда сама варила компоты. Видишь, я целую кастрюлю наварила. Из вишни, которая лежала 3 года в морозилке. Ой, нет, год. А нет, полгода. То есть эти сторисы увидят люди, которые гости празднуют. Ты что, охренела, что ли? Нам сварил компот из вишни, которые 3 года валялись в морозилке. Не, он правда вкусный. Попробуешь? Офигительно вкусно. Я даже сахаром не положила. Значит, это сия удешай сладкий вам похотела. Папа даже, смотри, пробочки, крышечки, главпив торговские крышечки даже папам купила. А как закрывать? Вот так? Да. А вот еще будет вкусненький, холодненький компотик. Мы же в столовой каждый день компоты варили. Из сухофруктов. Нормально. О боже. Блин, какие-то вы ненормальные, блин. Каждый раз, блин. Он соврёт. А ты приподнимаешь, как будто он это поймай потом. Ну я посмотреть. Подожди. Нифига себе, компотов много, да? Ага, потом нам скажут, береться мистер, если караб. Береться мистер компот, если караб, кири коя, бере бутылка, ура! Гостям компот готовят! Господи! Идиотки. Давай еще билешмей, а то ты кургусов еще компот ставим, Аллах махтанет. Дебилы, инды мы с тобой вдвоем. Яблоко от яблони 4 копаты. Ну все. Здравствуйте, грияки. Так я охота дуть, веришь, нет? Тебе тоже, да? Давай просто вырежем этот кадр потом. Надуемся. Кукуруктят. Потом просто эти кадры вырежем и все. Да. Ой, боже мой. Вы просто не знаете, друзья, какие мы кадры вырезаем. Чтобы вы не видели всего этого. Оставляем только самые хорошие. Опять як. Лицо ко мне поверни. Че, в глазах какашки? Какашки? Да. Daha üstüne bir sokup indirip gittim. Где какашки? Да, точно. Почему тоналка не хочет краситься? Смывать тяжело. Всякими пенками начинаю тереть лицо, а лицо болит до сих пор. Вот ты сейчас трогаешь, она у меня болит. 3 капли было. Вот я кажется... И не укуту, что случилось? Закрой глаза. Это что такое? Чуть бровь не послушала. А ты там кофе? Ты перемешал? Ой, спасибо. Вот это сервис. Смотри, у меня цена не такого цвета. Ага, я монтировала сторис и видела, как он ложится. Твоя румяна. Не надо мне Вот такое. такой есть. Но я себе так не буду наносить аккуратно. Попробуй сама, я боюсь тебе в глаза Я ехать. тоже боюсь, бляха-муха. Ты думаешь, у меня глаза есть, что ли? О, какая хорошая тушь. С другой стороны. Я уже не могу остановиться, дорогие друзья. Уже все, понимаете, у меня уже началось этот, как там его, болезнь какая-то. Я сейчас вот опять иду увеличивать свои губы. Уже доведу до такого состояния, когда у меня уже будут губы, как у Анджелины Джоли. Квак-квак. Вот такие губы я уже хочу, понимаете? Чтобы хотя бы как у Альберта были. Альберта нервный гурды мне не мотор был. Пухляшка. Вообще у него губы такие, губошлеп.
подкачай. Минара губа шлеп тема обижаться. Аппетит приходит во время еды. Губы же мне подкачали, и теперь мне кажется, что они сдулись и маленькие. Но Зарема Рустамовна говорит, что нет, они нифига не сдулись. Конечно, есть. Просто мы сегодня можем еще добавить немножко. Да. Вот. И лоб хороший у нас. Вот какой у нас прямой лоб. Ой, лоб вообще С красота. лифтингом, как будто тут тоже сделали подтяжку наверху. Блин, надеюсь, я смогу остановиться с губами. Вот я вас остановлю. А, ладно. Не всё. впервой. А, да? Чего так останавливаете, да, девчонок? Конечно, Чё конечно, говорите? чтобы не было лишнего. Но я всегда за гармонизацию, чтобы это выглядело натурально, да? Ага. И кому-то идут такие крупные губы, кому-то вообще это совсем не идет. Поэтому тут в данном случае я могу сказать стоп. А, Когда ну нужно. ладно. Когда Хорошо. Ну все, тогда я на вас буду надеяться, а то я сама, по ходу дела, не пойму, когда мне стоп. Губы так прикольно выросли прямо как на дрожжах. Тесто так хорошо не поднимается. Как мои У вас хорошие дрожжи. Немецкие. Посоветуйте, пожалуйста. Фирму. Немецкие дрожжи, девчонки. Это вам не только Пакмай. не... Да. Это не Пакмай. Свет мой, зеркальце, скажи, кто на свете всех милее, всех румян и белей. Ты прекрасна, спору нет. Ой, блин. Ой, спасибо. Олег краше всех на свете. Зарема Рустамовна, краше всех на свете. Шла пускай Белоснежка, тут Зарема Рустамовна. Она как раз вся в белом, белые волосы, белые. Да. Кожа гладкая. Вот кто угадает, сколько Зареме Рустамовне лет, Зарема Рустамовна губки бесплатно сделает. Да, Зарема Рустамовна? Сейчас раскрутим Зарему Рустамовну. Ой, злая мачеха, Да. которая хочет быть. А я уже правда мачеха же. Только добрая. Нет, люди начинают писать. Один раз котлеты попросила помочь. Только 100 слов услышала. Разбудили еще раньше Аделину. Да. своей дочери. Не говори. Даже это заметили, да? Аделина Золушка. Эштарин, Аделина Золушка, блин. Может быть, я и хотела сделать ее Золушкой, но не получится. Не поддается. Не поддается, блин. Че, все, да, Зарема Рустамовна? Ой, спасибо большое. Губки подкачали, вот. Капец, да, прикольно. Короче, помните, друзья, здесь в Джаване была акция «Выиграй груди». Вот эту акцию одна девчонка из Чешмов выиграла. Помните, я говорила, что кто не хочет показывать вообще до и после, и свое лицо вообще не хочет афишировать, что груди будут у этого человека, то не участвуйте. Вот. И многие девчонки, оказывается, испугались этого и не участвовали. А кто вот не испугался, вот сегодня в кафе мы с ней встречаемся. Вот смотрите, Алия из Чешмов. Здравствуйте, Алия. Привет. Я сразу такая на груди смотрела. Я сразу на груди посмотрела. Выиграла, я была вообще в шоке. Когда выиграла, мы с Алией созванивались. Алия такая говорит, мне, говорит, Джованни пишет, говорит, вы выиграли груди. Я, говорю, думаю, какие груди? Блин, какие-то мошенники, думаю. Обычно, когда... Да, люди же не верят вообще вот таким вот акциям, думают там, я не выиграю, там это, мошенники какие-то. И вот, представляете, она не поверила своим... прямой эфир не посмотрела, Да, не поверила. да. И че, какие эмоции были? Как это выиграла? Я говорю, операцию. Потом бегу, потом сумасшедшая радость. Потом осознание пришло. Я буду делать, пойду на такой. А что не поверила? А что такая операция же, Альбина, не дешевое удовольствие же, да, если так На подумать. самом деле, это уже порядка 4-й раз мы проводим такой розыгрыш. Мы делали 2 победительницы и дошли до операции. Многие участвуют, изначально не веря в свою победу, а когда победа приходит, сразу теряются. Сразу есть вот это понимание, а смогу я решиться, не смогу. И получается, из 4 операций у нас только 2 девушки решились. А даже у одной девушки мы рассматривали вариант там абдоминопластики, то есть разные варианты предлагали. Если боитесь сделать грудь, можно попробовать с другой частью тела поработать, да, если есть необходимость. Но нет, бывает так, что участвуют в розыгрыше, хотя морально, физически не готовы решиться на это.
Так что, Дуфтар, если вы участвуете в розыгрышах Джованни клиники, когда там разыгрывают груди или еще что-то, может быть, попу даже разыграть могут. Кстати, а попу разыгрывать не хотите? Ну, как вариант, можно рассмотреть. Это же интересно, я бы поучаствовала в розыгрыше попы. Просто Лариса, ты не хочешь в мама более розыгрыше? Нет, меня популярная. Алла наградила. А я смотрела одну сторис, то, что вы говорите, участвуйте только те, кто вот собирается на операции и да, Чтобы реально оставить готовы. шанс Да. другим, да. Да. И то, что можно будет снимать вас, вот тоже такая подумала, да. Ну, согласна. Итак, мы будем ждать результат. Блин, я бы хотела подснять, конечно, как Алия пойдет на операцию такая, и потом после операции. 3 апреля? О, что, будем, может, снимать? Альбина, может, будем снимать? Если я согласна, то, конечно. Не, мы операцию-то снимать не будем. Как делают этот, ну, издалека только снимем. эмоции какие-то, Да, да. до, после. Ну, чай-то же можно, в смысле, я позавтракала. Мы по вашей рекомендации этот имбирный чай какой-то заказали, блин. Офигеть. Альбина Да, выходила, да, ничего чай. не ест. Блин, Нашего кафе. Ой, это чай пока, можно я тоже налью? Потестила бутылку уже. Что так мало? Кипятка можно? Девочки, а можно чуть-чуть сюда кипяток? Чуть-чуть. Конечно. Это что у вас это? Каймак невкусный, да? Очень. Да? Попробуй один каймак купить, попробуй. Да. Вкусный, вкусный. Есть очень вкусная. Я давно хочу каймак. Но от каймака, Альбина, неплохо. Я один раз каймак обожралась, скорую вызывали. Представляете, у меня приступ был. Я полбуханки хлеба сожрала с 0,5 каймаком. За один присест, блин. Это уже после резекции? Нет, до. Мгм. Это я раньше же так ела. А, я что это подсела это? Про Альберта хотела спросить. Сделайте Альберту как у Гузель Галимовой глаза. А то у него это Беспокойная так. концентрация. А, да, можно, да. У Дмитрия Анатольевича делала вот это. Я тоже, кстати, у него делала. Да, у меня ни шрам, ничего нет. Ну что, как будто ничего не делали, да, как будто свои. Да, открытый красиво. взгляд, более такой. Хотя уже года 3 назад делала. Да? Мгм. Блин. Короче, ждите жесткий контент. Альберт до и после. Вот так вот. Так. На самом деле, минус 10 лет, 5-10 лет блефоропластика. А, Процедура Елена. одного дня буквально, Да? операция одного дня. В этот же день выписывают буквально через 2-3 часа после операции. Или не надо, блин, я сейчас на этой. Уведут. Уведут. Ну, И вам так соответствовать тоже. не надо мне соответствовать, пускай он постарее выглядит. А то вон сейчас дефицит же мужики. А ему и так, блин, подписчицы написывают только так, блин. Соблазняют его. Правда, Альбина. Они прямо пишут ему всякие, ой, Альберт, ты вообще классный, ты крутой, ты как эту дуру терпишь. А ей вот так же пишут ему. Поэтому, если сейчас ему минус 10 лет еще сделаешь, блин. Ну, добрый, хозяйственный. Да. Работящий. А Настя, допустим, да, всем известная, она на аппаратные процедуры приезжает. Нифига Спа всегда, она даже выкладывала у себя в аккаунте, может быть, кто давно с нами, кто давно на нас подписан, видел. Эвелина Блёданс, она наши мероприятия периодически ведет. День рождения клиники, допустим, да, открытие бутика у нас было. Тоже процедуры различные посещает. Прикиньте, Митя даже Фомин. Анна Астик Джованни ходит на процедуры. Митя Фомин, хай-фай, да, мы все выросли на его песнях. О, то, что Митя Фомин за своим лицом следит, я это знаю. Я один раз Ну, и интервью сестру на смотрю. операцию привозил из Италии сюда тоже. Офигеть. Крутой клиник. Да, крутой клиники груди выиграла Алия. Люди из Италии приезжают, Да. чтобы сделать Джованни. Из Италии. Ведущий медицинский центр. На самом деле у нас очень сильное аппаратное оснащение. Аппараты там от 12 миллионов. Мы же понимаем, что не каждая клиника себе это может позволить. Клиник хороших немало, врачей достойных тоже много. Сюда зашли, очень вкусно пахнет. А оказывается, мы на свет сожженная. Я сюда зашла, говорю, чего так вкусно пахнет? Девочки! 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 Сейчас нас это вытрут отсюда, блин, за то, что мы орем. Девочки! Ой, этот, так вкусно пахнет, блин. Дайте нам вот это. Лариса, ты будешь? Что, нельзя нам, да? Можно. А, можно? А. Но они не такие, как у меня, конечно. Ну, да. Но я буду. Мақтанып қалып мынау дейді. Алтын бисенің. Қалай айтамын? Хамызы, мен де пушмақтары уже әллақада біз таралған еді. Берите. Аламын А у оны. нас еще пирожные привезли свежие. Какие пирожные? Блин, не соблазняйте. Не, мы сладкое не едим, мы только мясное. Бет башкорт татардар. Сколько штук? Так, как-нибудь, девочки. Миляуша, А- смотри. Ты круассан ни разу не пробовал, да?
Не соблазняйте, блин. Лариса, ты что попробуешь? Давай. А что вы не едите? Я бы завтракал треугольником. Что-то это подозрительно, бляха. Что вы не едите? Или у вас что-то не то? Что-то, кто работает здесь, не хотят есть. А, они за фигурой, наверное, следят. Да? Врачом Джованни столкнулась возле двери. И я говорю, можно я, говорю, буду снимать операцию, где Алие будут делать груди. И она разрешила, прикиньте. Я теперь сама буду снимать в операционной, как Алие будут делать новые груди. Участвуйте в розыгрышах. Даже Лариса участвовала со своими большими грудями. Причем тут большие, я их не увеличить хочу, А что ты хочешь? хочу. Подтянуть? Хочу, чтобы они мне как у 25-летних стояли. Но я Ларисе сразу сказала, я говорю, если ты даже выиграешь, тебе не дадим. Потому что, блин, сразу же потом начнут говорить же, Лариса. Вот, вы свои мотали груди. Блин, вот бы попу разыгрывали, было бы интересно, да, Лариса? Почему попу не разыгрывать, интересно? Я хочу попу, как у Ким Кардашьян. В смысле инъекции? Уколы делаешь? Да, что ли? да. И что, попа растет? Как губы? Не растет, а ну вот подкачивают. Как губы, прикиньте, попу подкачал. Сделал и как на дрожжах уже. У меня закуска есть. Несколько часов назад. Вот это Дольче Габбан бит был. Ёпарасоты. Қара носки. Ой, Роза, какая ты молодец. Ну, я всегда... Я просто похлопаю. Әрсізіне, етешін істеп қойған беттен Роза молодец. И біләлім, Айгүлге көрсесек неметті. Что, ты нарисовала, что ли, ты? Я думала, она на самом деле... Айгуль, ты да нарисовала? Не ври. Прикинь, не верит, прикинь. Айгуль, а что ты панты выдай? Килишіп тұр, кстати, ағарға. Килишіп тұрады, синяк. Роза, сын алкашка, мақара, вообще вот гривыш деген. Вот эти шорты Розины, да, она одолжила у своего соседа. В аренду взяла. Такие шорты нигде не найдешь. Это настоящий Дольче Габбас. Прикиньте. А футболка кімден алды? Өзімдікі. Сейчас же все блогеры это накачивают, Эйма. А у тебя естественная красота. Меня түрттірі. Натуральная красота. Меня түрттірі. У меня своя тема была. У меня свои губы Да. красивые. Очень красиво, очень. Не, ну ты индеец, я балдю, бам-бам. Итак, дорогие друзья, скоро начинается мое день рождения, которое прошло уже 2 недели назад. Но мы с опозданием все-таки решили справить. И, конечно же, достар, ни один кунаки у нас не обходится без Айгуль Усмановой. Вот этот весь стол почти что накрыла Айгуль Усманова. Самые вкусные, офигительные закуски и горячие блюда мы заказываем только у нее. Просто бомбически свежие, наисвежайшие, вкусные, офигительные блюда только у Айгуль Усмановой. Вот один раз закажете, да, больше ни у кого вы не сможете заказать, потому что они действительно работают на совесть. Что надо? Тут у нас алкашская вечеринка! Тебе нельзя сюда заходить! Мы тут фингалы рисуем. Роза, блин, всех заразила, говорю, всем будет рисовать. Бүтәнің де ирдәрі тоңдырып, тухпап ебергендер беселерін. О, даже зубы заклеить, представляешь? Вот. Открой сильней. Ой, Инянтың башы, меня тоже заклеить, Меня впереди надо заклеить. О, давай, Лариса, меня тоже заклеить. Сразу много маленьких. Я вот нарезала. Вали. А то былай беземесең күстия бізге, конечно. Не говори! Кутыгиді бітірек адамда бүтін Башқұртстан қараяса қызды. Так что замазывайте всю свою красоту.
Друзья мои! Собутыльники! Вот молодцы, кыздар! Привет, друзья! Вот молодцы, видите, все оделись. Мы, короче, все алкаши, бомжи, Азалехинки. Девушка легкого поведения тебя, только айтма такие гудемы. Я девушка легкая. Она девушка легкого поведения, мы алкаши, бомжи. Айгульдың закуска, даже Айгуль закуска принесла свой. Не кушать только вот так. Только нюхайте, ну нюхайте тебя. Или помнишь, занюхайте, култырасын ескейтігіз, баштарды ескейтігіз. Қазір импланттар келіп сығайнан башы, пробкамен бірге бірге. Самый дорогой день рождения века. После первой не закусываем. Видали, какой меня торт принесла Диля? Это моя собутыльница. Рахмет! Пускай все мои мечты сбудутся. Рахмет. Вот какой торт. Это прямо с соседней улицы, с мусорки. Я Очень специально вкусный. для тебя приберегла и все смотрю. О, даже бір рюмка қалдырғандар. Red Label. Это самый дорогой. Был не мал. Водка. Виски. Лариса, мой ассистент, моя правая рука. Ну, вообще, рахматлымын, что Лариса появилась в моей жизни. Все вот это вот Лариса организовала. Рахмат, Лариса. Аның бүгін выходной нет. Югіріп. Ну, блин, қаз бүгін ұнытқан. Мы остались без қана. Это тоже я виновата. Рахмат, Лариса. Очень благодарна тебе. Шунан, ну, идет Азалия. Азалия у нас сегодня это, девушка в красном. Другие слова не будем говорить. Это у нас тематическая вечеринка вообще-то. Алкаши называется. Мы даже группу создали, алкаши. Азалия меня ходом танıştырырга керекмей, битагда вылягет. Потом это у нас идет Диля. Диля, покажи, как ты оделась-то. А вот смотрите, у нее даже Милька с дыры тебе алып қойған. Диля у нас главная елочница Республики Башкортостан. Все елки ее в округе. И все елки знают ее. Вот Диля. Если елка нужна, звоните Диле. Да не только елка, любой ағас керек, Диля тауып береді. Ағасты. Тірі келіш. Вот Диля. Диля, нам уже сколько с тобой знакомы? Года 3, да, Диля? Больше. Больше, да? Лет 4, наверное, 5, да. Ну, Диля все мои подписчики знают. Все прям. Так, потом у нас идет Гульнас. Гульнас моя соседка в Дорогино. С правой стороны, а не слева. Неважно, Гульнас моя соседка. Вот, этим все сказано. Гульсесек, тоже моя бывшая соседка. Представляете, в Иглино мы жили друг против друга. И потом нам пришлось съехать с Иглино. Нельзя жить людям друг против друга. Потому что печень очень сильно страдает. Из-за этого нам пришлось съехать в Дорогино. Вот. Все, вы поняли, все Гульсесек, знаете, она садовод, огород и блогер. Короче, бомжует в Иглино. Да. Потом идет у нас Роза. Роза тоже бывшая моя соседка. Представляете, мы в Новом Дорогино. Они соседи, да? Да, мы со всеми соседями всегда дружили хорошо. Всегда. Она бомжует в Дорогино. Это ее территория. Да. Нам тоже пришлось съехать от них. Потому что тоже печень очень сильно страдала. Вот. Потом идет Айгуль. Она нифига не соседка. Она держит территорию Нуриманского района, деревня Новокулево. Главная бомжиха деревня Новокулево. Вот так держит всех там. Попробуй бутылку не в то место кинуть. Вот. Знает, где какой самогон продается. Это шутка, конечно. Качественный самогон. Да. Моя килиндашка Айгулька все знают. Потом идет Залия. Главная бомжиха. Зубова. Главная бомжиха деревни Зубова. Постоянно тусуется возле фармацевтической компании. Мы вдвоем спим. Да.
бомжует и спит возле фармацевтической компании. Она, вот. Моя сестренка двоюродная. Вообще-то сегодня должно было очень много двоюродных сестренок быть. Но у одной, у сына день рождения, другая в Москву бомжевать улетела. Третья не смогла встать со вчерашней бомжевания. Вот такие вот пироги. Потом у меня идет Нурсиля, моя тоже двоюродная сестренка. Тоже бомжует в Зубово. Вот. Такие дела, вот такие гости. Еще Зарина придет. Кстати, где Зарина? Она, наверное, точно проститутка эта. Миша, звонил, у нее вызов. Отработает потом. Вызов отработает. Да, я ей сказала. Милош апай. Мен һеҙҙең менән 2 йыл элек танышҡайным. Шунда бик ныҡ ҡыуандым инде. Сөнки мин һеҙҙе Инстаграмда күргән юк инде, на самом деле. В жизни һеҙҙе күрҙем дә, ундай яркий, асыҡ һәм шулай уҡ такой весельчак. Минең кеүегерәк дип әйтермен микән, үҙем шундай бәләкәй саҡтан уҡ булдым. Как будто үҙемдән отражение күрдем һеҙҙә. Небольшое. Шуға ныҡ ҡыуандым һәм еще особенно ҡыуандым, когда һеҙ меня пригласили поснимать вас. Это было самый первый раз. Азамат менән төшөргән выпуск. Шунда минең өсөн бик бәхетле көн булды. Һәм һеҙҙең менән танышып, минең нисектер тормош хатта яҡшыға үткәргән кеүек минең тойғо бар. Шуға ла мин бик ныҡ рәхмәтлемен һеҙгә. Теләйем һеҙгә ныҡлы һаулыҡ, бирешмәҫкә. Мин беләм, һеҙ бирешмәйәсәкһегеҙ, ауыр булһа ла, ышанам быға. Һәм һеҙҙең бөтә килеп сығасаҡ. Мин һеҙҙе яратам һәм хөрмәт итәм. Рәхмәт. Вот единственный мужчина андай матур тоз айтты. Минең подарок есть. Стоп. Мин һеҙгә обещал. Ой, мен бітіп салған гүл кейбірі көргені бар ма? У меня белая только. Хәҙер һеҙҙең яңы О, Советскому Союзу. Это еще не все? Еще О, кое-что. мында ящик Пандоры. Так, һөйләйем дә. Һеҙ повар булғас, һеҙ очень вкусно готовите. Һеҙ можете еще новые блюда создавать своими руками, придумывать. И поэтому я подумал, бәлки, ала берһә, будете вести. Был необычный блокнот. Это блокнот очень популярный, итальянский. Уға уже еделмі, күпмелер компанияға. Һеҙгә блокнот для рецептов. О, рахмет. Рецепт журнал. Аны үҙегеҙгә блюдалар уйлап сығарып эшләргә. Это специальный блокнот, чтобы рецепт записывать, достар. Қарағдар. Прикольно. Қара, веснедері бар даже. Дұр рахмат. Бізге вообще комфортно салават ма. Бұл айтпына мужиктар қайырды оялахың, нетахың, дискомфорт чувствуешь. Мына біз bütün мужиктардан дискомфорт чувствуем. Кроме салавата. Өт қызар. Салаватқа дискомфорт не чувствовать етмейміз біз. Давайте, қызар. Поздравляю тебя с своим прошедшим днем рождения. Я очень рада, что именно ты моя мама. Чего это чисто просто это размазано. В общем, я очень рада, что ты моя мама. Я тебя очень сильно люблю. Очень сильно тебя ценю. Хотя я и грызаюсь, и вредничаю, и я все равно тебя очень сильно люблю. И я рада, что у меня именно такая классная мама. С днем рождения Как говорится, главное галка, остальное фигня. С днем рождения, всего самого наилучшего. Любим, ценим, уважаем. Айгүл осы етрік болмай маған вообще қатырма. Рахмат. Подарок конфета. Ярай, рахмат. Будем сделать что-то туда. Что понравится? Что тебе понравится? Қонақ, бір қонақ не проходит без Айгүл Усмановой. Ресторан дома. Вообще, можно не париться вообще. Любой қонақ, любой тусовка. Просто заказывай там, да и все, и стоит поляна накрыта. Пальчики облизать. Любимый у меня у Айгуль Усмановой это такая сырная тарелка со снеками. Ингер Аткана, это сыр с плесенью, камамбер, чечил.
ну, самое вкусное. Это будет возле меня только весь вечер. Көрдіңіз ме? Менің ассистент несі көйден. Профессионал. Айы. Это так не делается. Знаем, сударь, кигенсе есі біткен. Поэтому опоздала. Айы. Ну ладно, бутылканы завектор. Я очень рада, что Хэд в моей жизни появились, потому что Хэд прям реально мою жизнь очень сильно скрасили. Вот, Хэд очень добрый, очень хороший, очень отзывчивый, понимающий. Мин прям, я не знаю, вас очень сильно люблю. Вот, спасибо, спасибо, что вы есть, спасибо, что вы такая, очень простая, классная и, самое главное, наша. И вот, я, короче, не знала, что вам подарить, и потом поняла то, что вы любите одну вещь. Вы любите одну вещь, но это в кадр лучше, наверное, не брать. Клеилась. Хотя вы знаете, девочки, что? Салавата ничем не смутишь. Вот бытонда это, кстати, так видели, да? А Салават вообще человек, который снимал порнофильмы. Это правда? Серьезно? На, серьезно, ты не верил. Это правда? Такая тишина мне послала. Все подумали о том, чтобы его пригласить режиссера. Вы думаете, она Лариса говорит, откуда думаете, он знает, что надо ананасовый суп пить? Он же первый узнал, что это надо. Прикиньте, в Уфе здесь снимал один из первых, да. Даже в Уфе такой? Да! Прикинь! Так что, это хоть они такие, вы так думаете, он смутится? Нифига он не смутится. А мы хотели удивить ее. Зарина, твоя душа что выбирает? Поражаясь твоей энергии, твоей трудоспособности, твоему вот этому вот фанатизму от того, как ты любишь жизнь. Ты каждый день, вот я представляю, даже не то, что представляю, я понимаю, как ты просыпаешься и говоришь, ой, сегодня новый день, новые возможности, столько всего можно успеть. А ты экранның теге ягында кешелер, мен уйдым турагында могу сказать, теге тихо, скромно, и да утравить, ну вот я про зимний период, не про лето. Юрий, ну на самом деле, поражаясь твоей энергоемкости, возможности вот показывать людям, как можно жить, как можно любить эту жизнь, как можно трудиться и вообще не покладая рук, ни одной минуты не сидеть ровно спокойно на попе, как говорится. И то, что ты сейчас начинаешь кардинально там меняться, вот этот последний год, он такой у тебя трансформационный. Да мне кажется, даже не последний год, вся твоя жизнь это трансформация. И это очень классно наблюдать, и классно, что именно в этом башкирттар арасында шундай кишилер бар, потому что хин как маяк. Көп кешеләр өчен как маяк. Шуның өчен мин һиңа теләйм иң мөһиме һаулык. Һәм дә шул маяк булып калырга безнең өчен. Мин һине нык яратам. Һәм минем подарок сейчас скоро подъедет. Все, короче, девчонки ждали стриптизера. Напридумывали. Уже сисине шаваштанлар бында. Оголяться начали. Чупа-чуп сине валдык. Шунан һоң, неме келе, ну білмеймін, что привезли. Газель приехала. О, анда неме икән, пошли. Я не знаю. Лариса говорит, бер газель мужик тарты. Дилейта, что тебе подарок? Мен айтам, елка тутып киһәң булды дигән. Ана елка тутып киһәң. Тере елка. Живая? Да. Можно живая посадить? елка. Офигеть. Да, и рахмат Диля. Она не раздевается? Рахмат. Она не раздевается? А она не танцует? Холодно же. А это? Веники. А, веники. И станцевать с вениками еще. Она не был доплатит. Знаете, да, на танец сколько стоит? Все, ладно. Офигеть, веники. Хотя бы попой покрутили. Спасибо. О, хатарин. Знаете, сколько стоит телка какая-то живая? Тем более веники. Шишинеміз де чанда, шундығын мәмәт қоплап қана. И у нас есть кому снимать эротику. Салават.
профессиональный с опытом порнооператор. Добрый вечер! Вы смотрите видео поздравления, смысл которого в том, чтобы гости мероприятия пожелали что-то всего лишь одним словом. Важное условие – слова не должны повторяться. Если будет повтор или пожелание в несколько слов, гости услышат характерный звук. И слово необходимо будет заменить. Любви. Счастья. Душевного спокойствия. Нет. Одним словом. Это уже два слова. Блин, тогда ничек было. Татарша ничек было. Только она говорит. Блин, анца татаршада даже жонта нашлаха была. Одно слово. Ладно, вдохновение. Ура! Заработала! Терпение. Молодец! Так держать! Самое главное, терпение. Будь счастлива. Только одно. Это два слова. А, надо одно, да? Да. Дахатлеву. Ты что, с ума сошел? Саламат, я не готова идти от других людей. Да, Хэтлебл тоже. Саламат, Киталя. Ля ты крыса! А можно подумать? Да! Вы когда снимаете, я не могу, у меня в голову ничего не лезет. Вот этот фонарик. Денег. Добрый вечер, Good Night Show ждали? Мы еще у нас стриптизер, короче, отменился. Вы можете его заменить, пожалуйста? О! Знаете, что пришел? Смотрите, мы вызвали еще стриптизершу. На него-нибудь превратный танец. Для именинницы. Я очень скромно одетая. Абсолютно спокойно, прохожая, да, на улице можно каждому. Я вот только что в магазин Сходила с тобой. Это что? Попутки пить же? Это кому-то наказание сегодня будет. Я Кого наказать? На тебя. Какая Милоша Апай на самом деле? На самом деле, ну, улуден беряктанда яширмей, дөрөт итеп будын күрһәтә. Мистик бар шулай. На самом деле она такая же, какая в блоге. Вот у меня много кто на самом деле спрашивает, типа, а какая она в реальной жизни? Так она в реальной жизни такая же. Вот как она себя показывает в блоге, она и такая есть вообще. Лешапай, она на самом деле очень с большим сердцем, отдающая. Она очень требовательная, но насколько она требовательна, настолько она и отдающая. Она вот, ей даже, вот, знаете, маленькую такую услугу сделать, знаете, там, я не знаю, конфетку дадут, улыбнуться, ол потом жанын берерге әзір, вот всегда вот в ответ, ол сізге и күштәнәштә тыйныйда, и вот, и прорекламирует, вот, и жанын салып беріп жіберерге әзір енді, очень отдающая. Очень отзывчивая, добрая и скромная. Она очень сильно стесняется, кстати. Вот Кашига, наверное, это непонятно, и, возможно, люди думают, что это какой-то типа контент очередной, но на самом деле она реально стесняется. У нее реально начинают руки дрожать от сцены, и вот это вот очень мило. Она очень нежная стала. Вот после изменений внешних она стала очень милой, она стала очень нежной. Даже по отношению к Альбертовой она стала другой. За какие черты вы цените Милошу Апай? Милюша Ниндул, душа компании, веселая, всегда такая энергичная. Тебя тоже энергией своей заряжает. Добрая. Какая есть, такая есть. Открытая, не играет. Качество... Сила духа, наверное, иной. Сила воли, танк. Терпение у нее такой, железный характер. В ней очень много жизни. И это, мне кажется, самое ценное. Вот смотришь на нее, и настроение поднимается. Хочется творить, что-то делать. Ну, в добром смысле, правда. Она жизнерадостная, добрый человек. За какие черты ценишь Милошу Апайды? За то, что вот она всегда объединяет людей, собирает вот, нас всех двоюродных. Она всегда собирает в гости, и большую часть из-за нее мы вот такие дружные.
Нравится ли вам отдыхать без мужа? Көңіл аша білсең, хоть с мужем, хоть без мужа. Вот главное, чтобы это отсюда исходило. А так все вообще классно. Такое тоже нужно практиковать. Ну да, интересный формат. Очень даже веселый. Какой-то даже нежный такой ласковый формат, да? Какой-то вот такой приятный. Ерлер үшін қойғыр отырасы жоқ. Тігіні, не, көп ішме, былай етме, мені оша деп отырасы жоқ. Не надо особо на контроль, а внимание уделять. Сама по себе. Потихонечку. Встал, потанцевал, захотел, выпил, захотел, поел. Узкие гына, получается, да? Ну, никого не надо. Да. Да. Нет, мужчин, конечно, тоже нас хорошо погуляли. Культурно. Да, молодцы, не подвели нас. Не очень тихо вели себя вообще. Да? Нравится ли вам отдыхать без мужа? У меня нет мужа. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Нравится ли вам отдыхать без мужа? Ну, на самом деле, да. Ну, объясню сразу почему. Потому что, когда ты отдыхаешь без мужиков, сен остальные қарап не паришься, сен сама тоже отдыхаешь. А когда они больше отдыхают, а сен остальные заботы халлары белән қарап вакыт үтеп китә. Нравится ли отдыхать без мужа? Нормально. Классно. Ну, это же есть. Не, ну я-то... А так, да, тут компания вообще собралась такая, знаете, лютая, просто ужас. Да, никакой ведущий не нужен, потому что, как бы, такие женщины огненные собрались. Aldı, mühabbetim mening hingə qaldı. Qeyğas qaşlı başqurt qıdı, көңелемді aldı. Bayram, bugün bizdə bayram. Motor siber öfü qıdın, kələş itib alam. Qayda barhamda, bul hin yanımda. Yılmayıvın көңелемdə. İnşallah məngə bular bu. Ее улыбка, как море лодка. Волнует душу красивая башкирка. Там кто-то идет. Кто-то идет. Раздай слова, пожалуйста, раздай слова всем. Туған күнің менен, туған күнің менен, туған күнің менен Миләүшә бай, туған күнің менен. Алкаш деп ойлап қойма. Это у нас тематическая просто вечеринка. Біз міне сейгін әсәбі. Көрдіңіз ме? Білмеймін, өзім есіп қарамайынса білмәсін. Қарышты мына демек, сейді есіп қара. Зүфәраға, едеген. Короче, достар, мына қарағыз, Зөфәр ағай ошындай зур неймен жүрейді, блокнот деп аталамын, немеке қарағыз, әр бір ерді распечатывать етіп алған. Шул распечатанный ердармен, оның, короче, все песни есть у него. Все песни распечатанные, готовы. Шул ошы папкасын тотала, қонақтарға келәлі, шуны қонақтарға біз таратып қой. Ана көрәлі, қыздар тұтып отыралады, мына.
ушулай бирә бөтәһенә лә. И бүтән кунактар рәхәтләнеп кушылып йырдайдар. Потому что без ведь һүзләрен белмәйбез йырдарга. А Зөфәр агай все подготовлено, у него все под контролем. Вот такая огромная песенник, барана. И все подпевают. Зөфәр агай. Зөфәр агай, между прочим, кем белмәй, безнең знаменитый Зәйнетдиндың атаһы. Причем родной. Вообще, Зәйнетдиндың гаиләһе нык творческий. Алар бүтән инструментарда уйныйлар. Урайда, гармунда, короче, фортепиано, пианино, әллә нимәләрдә. На нервах тоже умеет играть вообще. Заслуженно умеет играть на нервах тоже. Заслуженный кеше. Заслуженный кешеләр. Короче, гармун сигарак барамын, ошо Зөфәр агай сакырак да, ул киләлә, любой вечеринканы скрасит үзенең гармуны менән. Ысын күңелдән деревенский вальс иштәсә кызга. Прикиньте, яш ягып, егеттер сука килделәр, никто не раздевался. Карагыдай брал бисәләрне. Как только Зөфәр агай килгәндә, сразу сестрис таштандылар. Сколько вам стукнуло лет? 46. А насколько себя ощущаете? На 30 меня. Вот это я-то почему-то застряла. Почему, не знаю, бля. Мне кажется, что мне 30 лет. Кстати, мен 30 лет бля, мен сегодня кардым. Юбилей едім. Почти 40 кеше болды. Күні бойы өдім әдірләндім. Әдірләндім де, қонақтар келділер де, бір көрімке істім де. До такой степени арыған, ятып тұрам деген де, ұйықтап кеткен. Ертеңсек таңыл 5-те ояндым да, тоқтам етем, туалетка қарайым теп, туалетка кетіп бархам, қарахам, без меня вовсю туған күнді өткеріп аталар, қонақтар бөтәлі, таңғы 5-те біреуді қайтмаған. Солай деп ұтыр ешімді өткердім де, ұйықтап. А какие сожаления за прошедший год? Никаких сожалений, вообще абсолютно нет сожалений. Все хорошо, Аллаху шукр. У меня вообще такой год был, вообще полностью трансформационный год был. Наоборот, рада только, да? Да, я только рада. Очень такой, продуктивный у меня год был, продуктивный очень. Что изменили бы, если бы смогли вернуться в прошлое? Я бы, наверное, больше нажим делала на образование. Образование больше получала. Обучением своим занималась. Ухманга укинем. Какой момент в своей жизни вы хотели бы повторить? Какой момент в своей жизни повторить? Азалияның бәләкәй сағын хотела бы повторить. Как Альберт отвечает ты. Вот не ценим этот, понимаешь, не ценим тот момент, когда наши дети маленькие. Еще наоборот это говорят, қасамбылар усейнде. Типа еще ужатится, виденеры. А потом усалярда, блин, мы понимаем, что, блин, мы упустили момент, не успели насладиться, когда дети были маленькие. И все, успели, что есть. В какой момент вы поняли, что вы счастливы? Ну, я сейчас счастлива, очень сильно счастлива. У меня все есть. Кызым мергенде, ирем мергенде, достарым мергенде. Я очень счастлива. А ты знаешь, вот, знаешь, когда я ощущение счастья ощутила острее всего? Когда у меня до такой степени были адские боли в этой, и вот эти боли прошли, и такое ощущение счастья, что у тебя ничего не болит, и ты здоровый. Вот тогда именно у меня сильнейшее ощущение счастья было. И вот тогда я поняла, что оказывается, наше счастливое, вот это счастье наше очень сильно зависит от нашего здоровья. Вот шумда иногда. Счастье и здоровье. Да, это правда. Когда ты больной, и когда у тебя сильнейшие боли, это оказывается вообще нифига бірнамеверкме. Абсолютно бірнамеверкме был для меня. И последний вопрос. Окшаймы Альберт ағай отдыхать без мужа? Да блин, вы знаете, Альберт эргемде бухала мен шулай отдыхаттым. Альберт эргемде булмахала мен шулай отдыхаттым. Мен с Альбертом себя очень комфортно чувствую, потому что мы действительно с ним спутники по жизни.
Аллаға шүкір, мен Аллаға зор рахматтымын, что менің юлымда шундай киши осыраған. Мен, конечно, бупылдаймын ага, пилю его, каждый день могу ругаться на него, но он мой, в первую очередь, мой соратник, друг, товарищ, собутыльник. Да, мы правда раньше были собутыльниками с ним. Не похоже, что ли? Мы с ним на помойке познакомились. Опа, Аркиша Шалам. Он, кстати, через полчаса приедет. Она уже келетал. Ханган уже.